Шесть женщин, заключение брака с которыми запрещено мусульманину. Иногда брак с женщиной запрещен временно, в силу каких-либо обстоятельств. Как только не остается причин, препятствующих заключению брака, запрет теряет силу. Женщины, заключение брака с которыми временно запрещено, делится на 6 видов. Первое. Женщина, которой трижды дали талак, развод. Согласно положениям ислама, трижды разведенная женщина не имеет права выходить замуж за своего супруга. Эта женщина должна сначала выйти замуж за другого мужчину. Между ними должен произойти половой акт, и только если этот муж разведется с ней или умрет, первый муж получит право вновь заключить с ней брак. Разумеется, при этом она должна выдержать срок идды. Второе. Пятая супруга. Мужчине, у которого 4 жены, запрещается жениться на пятой. Третье. Брак на 2 сестрах одновременно. Запрещается заключать брак с сестрой, тетей или внучкой своей супруги. При этом не имеет значения, кровным или молочным родством связаны эти женщины. Мужчина получит право жениться на сестре или тете жены только в случае развода с супругой или ее смерти. Четвертое. Чужая супруга. В исламе брак с чужой женой является харамом. Женщина может быть супругой только одного мужчины, и жениться на ней можно только после того, как ее муж даст ей развод и пройдет срок идды. Пятое. Женщина, выжидающая идда. Запрещается брак с женщиной, которая выжидает срок идды после развода или смерти мужа. Шестое. Женщина, не относящаяся к людям Писания. Мужчине-мусульманину запрещается жениться на идолопоклонницах и огнепоклонницах, на атеистах или последовательницах различных сект. Запрет перестает действовать только если женщина примет ислам. Мусульманин имеет право жениться на иудейке или христианке, согласно мнению некоторых ученых. Примечание. Такой брак разрешают ученые ханафиты, хотя и считают его нежелательным, но запрещают ученые шафииты. Национальность или гражданство не имеют никакого значения. Брак с такой женщиной не поощряется, но и не запрещается. Но категорически запрещается выдавать девушку или женщину за иудея или христианина. Если же она вышла замуж, это считается прелюбодеянием. Заключение брака с лицами, поклоняющимися идолам, животным, людям, небесным светилам и силам природы, является харамом. С ними заключить брак можно только после того, как они раскаются и примут ислам.